Майдан в Ингушетии и кто играет на патриотизме людей, призывая к массовым протестам, намекая на нон-стоп протест по типу небезызвестного киевского Майдана. В ответ власти дают понять, что оставляют за собой право применить силу, но в нынешней ситуации такая тактика напомнила бы тушение пожара бензином. Что самое интересное в этой истории, интернет-дебоширы завлекают именно женщин, детей и стариков. Словом, ситуацию подогревают многочисленные провокаторы из местных оппозиционных кланов, которые в этом случае являются марионетками в руках Запада. Не случайно в толпе протестующих замечено большое количество иностранных журналистов. По информации силовых ведомств, люди, стоящие за всем этим, являются грантополучателями различных западных фондов, что уже о многом говорит. Так или иначе, все происходит по устоявшемуся и проверенному сценарию. К примеру, если взять булочки, которые раздавали силовикам в Киеве, то же самое происходит и сегодня. Но вместо хлебобулочных изделий разливают воду и раздают сникерсы. Происходящее в Ингушетии прокомментировал российский адвокат, политический деятель Дмитрий Аграновский. То, что происходит, достаточно очевидно, я это вижу. За этим четко наблюдаю, как сегодняшние технологии позволяют вмешаться в практически любой конфликт из любой точки земного шара. Это может быть просто элементом информационной войны. Вопросу о границе в той местности, насколько я помню, уже более 100 лет. Во-первых, в любом случае тут нет повода для референдума, потому что прежде всего происходит просто нанесение на карту границы, а не изменение ее. Во-вторых, эта третья статья регионального закона никак не оправдывает те несанкционированные митинги, которые провоцируют сегодня, не оправдывает незаконные, тем более какие-то насильственные провокативные действия. По его мнению, то, что происходит, достаточно очевидно. Разжигание конфликтов на территории России – это абсолютно нормальная и регулярная деятельность западных спецслужб. Ни для кого уже не секрет, что всю территорию нашей страны мониторят западные специалисты. И когда поднимается столь болезненный вопрос, застарелая нерешенная проблема, то здесь можно ожидать серьезного вмешательства, считает Аграновский. Я не знаю, насколько люди меня послушают, но я сейчас всех бы призвал к сдержанности. Если ситуация начнет выходить из-под контроля, если стороны перейдут к насилию, то совершенно очевидно, что проиграют все не только в Ингушетии, Чечне, но и в Москве, пострадают все россияне, подчеркнул Аграновский. На его взгляд, надо критически оценивать всю ту информацию, которая на Ингушетию сейчас льется из соцсетей. Поверьте, мы не раз уже это проходили, эта инфоатака во многом инспирирована западными спецслужбами. Это их обычная работа, сказал эксперт. Я вижу все, что сегодня делается. Давайте исходить из реалий и давайте не вешать ярлыков, давайте мы трезво подумаем, принесет ли нам польза вот это такие вот митинговые страсти, навешивание ярлыков, этим самым мы радуем наших недругов. К великому сожалению, не по нашей вине они у нас есть, мы знаем, что они есть, и они бы сделали очень многое для того, чтобы разжечь костер вот между нашими народами, и они бы еще туда, я уверен, постарались налить и керосин, чтобы еще больше вот на этом вот свои стратегические цели вот достичь. Как было в 1992 году, мы знаем ситуацию в Троицком и так далее, и так далее. То есть нам нельзя брать при наших действиях только то, что перед нашими глазами. Нужно уметь анализировать то, что было, и на несколько ходов думать вперед. А муфти Ставропольского края считает, что ситуацию в Ингушетии раздувают специально. Мне кажется, то, что сейчас происходит в республике, раздувается специально, и мы сегодня всеми силами должны это остановить, заявил Мухаммад Рахимов. Он отметил, что земельный вопрос – это всегда вопрос острый, тем более на Кавказе, тем более между братскими народами. Поэтому здесь самое главное, что руководители Чечни и Ингушетии нашли общий язык, и договоренность о границе была достигнута. В Коране есть аят священного и благословенного Создателя, где говорится: «Подчиняйтесь всемогущему Создателю, подчиняйтесь его посланнику и подчиняйтесь тем, кто стоит над вами». А в этой ситуации с одной стороны глава республики и с другой глава республики. Поэтому Коран категорически против, чтобы люди выходили на разные манифестации и протесты.
Здесь главы субъектов Российской Федерации подписали соглашение. Все они правы, а остальные неправы, если судить по священному и благословенному Корану, сказал Рахимов. Впрочем, по словам президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова, Ингушетию раскачивают и по другому сценарию, теперь уже грузинскому. Те, кто сегодня развязал информационную войну в Ингушетии в связи с соглашением об установлении границы с Чечней, намеренно пытаются ввести раскол среди общественности республики, посеять нестабильность и хаос. Народ Ингушетии, духовные лица и госслужащие не должны поддаваться на провокации, а провести серьезный и вдумчивый анализ происходящего. Такое мнение высказал президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. Если заглядывать в историю, то первопричины стоит искать еще во времена Хазарского каганата. Но сегодня главное – опираться на нашу жизнь в будущем. Какой мы хотим ее построить? Что будет лучше двум народам? В мире согласия между двумя руководителями, духовными лицами, чиновниками двух республик, простыми гражданами – или состояние территориальной размытости приграничной зоны, или того хуже – войны, сказал эксперт. По его словам, сегодня не нужно слушать тех, кто Запада или от имени Запада говорит с разных аккаунтов. Они нас рассматривали, рассматривают и будут еще долго рассматривать как своего геополитического соперника, как своего врага. И надеяться, что они нам правду скажут о себе самих. Это надежда во вред себе, считает Ивашов. Помимо прочего, как заявил эксперт, после развала Советского Союза в России вызрели внутренние оппоненты, для которых главное не разобраться, а громко протестовать, которые выезжают на волне популизма. Вот он прокричал, попрыгал, свои карманы набил, развалил все, что можно развалить, и до свидания. А когда нужны реальные дела, они уходят от ответственности, не решают насущные самые острые вопросы, зато бьют себя в грудь. Можно вспомнить господина Саакашвили в Грузии. Евкуров от ответственности не уходит, заявил президент Академии геополитических проблем. По словам Ивашова, в сегодняшней ситуации, которая складывается в республике, главное всем отключить эмоции и не поддаваться на провокации. Подействует ли отработанная многими годами схема, ранее практиковавшаяся в большинстве странах? Правда, в сети интернет вирусная и неправдивая ситуация тут же приводит к резонансу. Соглашение подписано, решение принято главами двух республик, и решение правильное. Вопрос решен, граница определена. Явно этот вопрос долго обсуждался в том числе с федеральным центром, считает доцент филиала МГТУ имени Баумана в городе Мытищи, член ингушской общины Москвы Мухаммед Умаров. Я уверен, что в ущерб республике такое серьезное решение глава бы не принял. Зачем сейчас сеять эти волнения, создавать почву для беспорядков? Люди идут на митинги, как будто других серьезных дел у них нет. Нужно дело делать, заниматься семьей, профессией, а не на пикеты эти собираться. Лишняя трата времени и сил. Ни к чему хорошему это не приведет, отметил Умаров. Он добавил: я и своим землякам здесь, в Москве, Подмосковье, сказал то же самое. Давайте мирно жить и работать дальше, заниматься делом, а не ерундой, и не реагировать на провокации. Подписать дядя войне и границы куда тягам куда войдя хашанзолцы да ходите Чечена Ингушетия хаш инткой границы подписать дикда подписать хоз отдакой самое главное хоз барты должен хоз вой подчах везешь хоз дебехка хакимиш бежишь хоз вой дахи хоз дах даводу хоз мы бивай мох мол хоз то бивай мох бен биша хан последнее время мол хоз банда хоз бивай мох вой мягко хадя вой подчах хадя хам хандуадувай мол особенно молодежь гахас для молодежи яхаш мы все хам ежвалти вой подчах Ханж за границы из провокаций, особенно бережь, да, цей дизелбон, я дарцез, алаш. Особенно цей провокации, не из митинги, из хамаш ханилду. Ай вайн дал, вай татула, вай пачах вети. Вай пачах халче, вай пачах яхар де дезивей, вай хаким яхар де дезивей. Ай суэлм хат хоз барты болш, хоз сан, хоз адахар дик дети. Ай иш ачезежу интернет. Хоз дал, хоз бусуп сага, авиачу, сагу, интернет яздишь до хамаш гандишон, яздит ди, бусуп дана андол сагу яздит диш, да Аллах тазатуч ачелч эхмахетсу, дол хамадис, ханязду, ай ши сагвали, шикона, ханс, хавиха, хажу, хата пачахва, юнзбек, хал из нис дат, татва хада алмадит, ай шкайла хамаджа, да Аллах калсагу исламахетсу, яздишь до масик.
ما قلقي تونس بقدر أدي سقاسجي أدات يا دحل دادر دحل دا مديزك ونخسجو إزيرك بروكاتية إزيرك ليلة جت تيجي شحاق يعني يوز نخبه وش فوق خوي إجرها وش حاق بوخ بويا لين جولك جي وش خوجيش إز حمدر قحالخ نخش تشتكي إس حمدر غلغش أسيتي إس حمدر إز دي دا تا بيحكونا واتسج تي أحاديث سون تخن ديزر خد وي ماشري وي كجي نخ مارش موجش خلري وي موخ خز بلري وي بتشحن وي تح خلري إز دخسون ديزر تخن سي ديزل نياخ ديزل بوسل مو سق مارش خلر دخسون ديزر تحن بوسل تيت أدم أتبخيت دي هنا دي مقد دق عالم نخبوي ديشا نخبوي وجا كذا قلبي على يلج بهنت شيء كوش كاجيش ميتينج جيش what is ده أيوة هذا دوار ميتينج يوش هن تاخن ميتينج خاني يوخ هن أسوس بيتسمى مواعتس بروست هالشيء كمان شيء وشي شيء بوصل وشي تي أتدخيت عادل دخل تدوخش حمد دخل أسوس بيتسمى مواعتس شيء حاق الخلرة شيء صابر خلرة شيء إيمان خلرة شيء بوصل خلرة تي أتحديتش أز ميرن بوتيوم استيام ضيع غير تجوز عليه لوي ما مير دقوي وي دوال الدولج دوي إيش مقدات دال شيء بس خنولش دال الله بوصل مولش يك إن سجا يك ميرز ماشر برتبوب بس خنول دال وي بتشهن تهدولش وي موخ خستوالش وي كجي نخ خستوالش قلبي عن رجنيسلش بس خنول دال خز غوزي ماشي وي مح ددخ برملود وين وزن دال. Во всей этой ситуации давление оказывается и на телевизионщиков, которых объявили чуть ли не врагами народа. Однако у журналистов Национального есть четкая позиция, которой они в первую очередь придерживаются – разобраться во всей ситуации, прежде чем что-то освещать, и если же вовремя не поставить точку в этой ситуации, конец окажется таким же, как и там, где актеры и сценарии, розданные Западом, привели к расколу целых стран. Новости 24.